Добрый вечер. На ТНВ новости Татарстана. В студии Лисан Сабирова и коротко о главных событиях этого дня. Вместо тополиного пуха и жары проливные дожди. Погоды все пропали, все. Как Татарстан встречает непогоду, увидела Адель Кламиц. Под дождем не видно слез. Она даже иной раз маму Региной называла, а меня мамой называла. Как Заинск простился с трагически погибшей Марией Галимовой, узнал Рамиль Шайдуллин. Аграрии разных стран объединились. Итак, мы, народ такой, с утра до ночи в сапогах. Каких плодов ждут от Всероссийского дня поля, узнал Дмитрий Аринин. Въезд запрещен, Самосыровский полигон закрыт. Это одно из решений суда еще от 2010 года. Почему приставы поставили баррикады? Об этом Альбина Минибаева. Дождь в дожде. Такого еще не было, хотя казалось и удивить уже сложно. Но дождей, чтобы шли целый день без остановки, трудно припомнить. Татарстан сегодня под мощным циклоном. 106 населенных пунктов остались без света. Самые актуальные товары – плащи и резиновые сапоги. А самый популярный в интернете – прогноз погоды. Кстати, Жириновский сегодня потребовал разогнать Мосгидромет за неточные сведения. А вот МЧС Республики и татарстанские синоптики пока вне конкуренции. Адель Кламиц о затянувшейся непогоде. Июль, может, и настал, но ни пуха, ни жары. В Казани весь день льет, как из ведра. В соцсетях люди шутят. Дождь в дожде, петуху примеряют резиновые сапоги, выкладывают котов на батареи. И промокшего Владимира Жириновского политик сегодня потребовал разогнать Мосгидромет за ложные прогнозы. Чего у вас там дождь-то идет? Затопленные улицы, дома, транспорт плывет, а не едет. Казань сегодня напоминает Венецию или Питер на худой конец. Откуда вы? Льет, причем по всей республике. Не до шуток детям в лагерях. Как дождь, так мастер-класс в корпусе. Что за каникулы, возмущаются они. Хочется купаться, резвиться, плескаться в воде, загорать. Не рады дождю и садоводы. Все труды на смарку. Урожай в Альметьевском районе гибнет. Ягоды все пропали, все, абсолютно. Вон деревья уже желтеют. Есть и те, кто терпит более весомые убытки. Топят не только грядки, но и дома. Вода и там погреб вода, и тут, и кухня, везде. Из-за ливневых дождей уровень воды в реке Степной Зай стал критически высоким. Дачники спасают огороды, заливает. На других водоемах пока все в норме. Вот только даже в такую погоду не обошлось без жертв. Накануне в Высокогорском и Сабинском районах утонули 2 человека. Оба решили искупаться в запрещенных местах. Хотя МЧС давно предупреждает, в такую погоду не то что купаться, лучше вообще не выходить из дома. Если вы находитесь на природе, в лесу или на воде, и заметили усиление ветра, необходимо принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию. Лицо видно и ладно, а как иначе? В такую погоду, коллеги-журналисты, на ближайшие 3 дня всем советую вот такой вот дресс-код, да и остальным жителям республики, потому что погода в ближайшие дни не изменится. До 8 июля, по сообщению Гидрометцентра, в Татарстане будут дожди, местами грозы и сильный порывистый ветер до 25 метров в секунду. Лето пока к нам не собирается. Адель Кламиц, Айзат Шеймарданов, Фуат Гайсин, Булат Шафигуллин, Данил Филатов, Марат Цейдгараев, ТНВ, Казань, Альметьевск, Набережные Челны. Дождем и ливнем, словно погода, тоже плачет. Сегодня Татарстан прощается с Марией Галимовой. 24-летняя выпускница Самарского университета. Она возвращалась домой в Заинск и не доехала буквально 9 километров до встречающих ее родителей. Маша – одна из 14 человек, погибших в страшном ДТП в Заинском районе. Еще недавно ей дарили цветы, а сегодня утром двор Маши полон венков. Роковая ночь навсегда оборвала историю жизни той, кого друзья считали сестрой, а простые знакомые – дочкой. Мы с ней в одной кровати спали. Меня еще мой будущий муж, тогда еще мы не женатые были, он приходил. Это, говорит, прям твоя дочка. Она даже иной раз маму Региной называла, а меня мамой называла. Мария Галимова трагически погибла в страшной аварии под Заинском. Выпускница медицинского вуза ехала домой. До родного города не доехала считанных километров. Рейсовый автобус взорвался на глазах мамы и папы. На бешеной скорости тоже подъехала уже туда, хотел туда зайти. Муж вообще туда уже залезал, я его выталкивала оттуда. В социальной сети десятки соболезнований. Машу запомнили яркой
и отзывчивый. Друзья-студенты до сих пор не верят, что такие люди могут уйти настолько рано. Я сейчас не верю. Как так? Когда ты работаешь, учишься, веришь, что все будет хорошо, и в одну секунду все просто превращается в ад. В последний путь Марию провожает дождь. При молчаливой поддержке друзей и родных, соседей и земляков. Под ним не видно слез. Рамиль Шайдуллин, ТНВ, Заинск. И сегодня митрополит Казанский и Татарстанский Феофан посетил в РКБ пострадавших в ДТП в Заинском районе. Архипастор побеседовал с пациентами и призвал всех хранить веру в Бога. А на месте аварии провели заупокойное богослужение в храме-автобусе. Службу совершил настоятель Заинского храма. Встреча «Не разлей вода» получилась сегодня у аграриев. В Лаишевском районе дождь не помешал открытию Всероссийского дня поля. Как на ней заявил министр сельского хозяйства страны, Россия почти достигла исторические цели – полного импортозамещения по некоторым видам продукции. С чем аграрии готовы вступить в битву за урожай и как на него могут повлиять обильные осадки, узнал Дмитрий Аренин. Так совпало, что передовые достижения агротехнической мысли на этой выставке встретились и с главным вызовом этого года – непогодой, а точнее обильными дождями. Осадки вылились и в главную тему разговоров. Как говорят аграрии, уж лучше влага, чем засуха. А если с толком подойти к делу, то урожай может и не пострадать. У кого сушильные агрегаты, у кого такая мощная техника есть, они могут выйти с положения без никаких проблем. Главное при такой погоде – это техническая вооруженность предприятий, чтобы подвижной машинно-тракторный состав был способен убрать в кратчайшие сроки весь выраженный урожай. Как раз такую технику и показывали на выставке. Здесь все, что убирает, сажает и, собственно, то, что пускает корни. Свою продукцию привезли более 300 производителей из России и зарубежья. Желаю всем плодотворной работы, новых идей решений, успешного сотрудничества. И пусть эти дни в Татарстане будут для вас полезными и продуктивными. Сейчас в деле продуктивности, по словам федерального министра, сельское хозяйство вплотную приблизилось к выполнению исторической миссии. И Татарстан здесь локомотив. Татарстан является локомотивом промышленного комплекса России. Никогда еще ни Советский Союз, ни Россия не была близка так к ее реализации. Продовольственная программа, а именно через 5 лет по отдельным видам, может быть, продукции через 7 лет мы полностью заместим. Мы полностью сможем производить в полном объеме продукты питания российского производства. О подъеме отечественного сельского хозяйства говорят и космонавты. Они прислали привет прямо с орбиты. Нам с орбиты видно всю Землю, в том числе и посевы нашей страны. Это огромная территория, которую занимают наши поля. В свою очередь Поднебесная, то есть Китай, готов с аппетитом принять в себя российскую сельхозпродукцию. Мы приветствуем качественную сельхозпродукцию России на своем рынке. Китай также большая аграрная страна. Думаю, мы можем позаимствовать друг у друга опыт. Такой обмен опытом на выставке будет идти еще 2 дня. Запланирован целый ряд круглых столов и мастер-классов. Дмитрий Аренин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Лаишевский район. К другим темам. Въезд перекрыли, полигон ТБО рядом с Самосырово закрыли. Сегодня исполком сдержал обещание и при участии судебных приставов поставил баррикады при въезде на полигон. Подробности у Альбины Минибаевой. Часть в аренде от наемных организаций, с которыми договора заключили как раз, чтобы нам содействовали в этом. Сейчас машина вторая поднимется, будет грузиться, то есть... Неработающая техника, ни мусор для вывоза не остановили судебных приставов. Исполком Казани сдержал свои обещания. Баррикады поставлены. Стоп для всей техники. Давай. Не знаю. Я вот так спускаюсь. Не знал. Застав водителей мусоровозов врасплох, судебные приставы огородили полигон. Эту территорию КЭК должен передать городу. Так исполком решил отстоять свои права. Но из-за отсутствия документов процесс затянулся. На данный момент, получается, просто нам срывают работу. Мы это готовы подписать. Передачный акт, все это видите, и репортеры, то есть все наблюдатели. Однако у исполком фактически, получается, нет полномочий даже на это. Они приехали без полномочий. Акт передачи муниципального имущества должны подписать они.
Вот, с нашей стороны он подписан уполномоченным лицом, представителем Комитета земельных и имущественных отношений. Ситуацию мог бы спасти договор аренды земли, но КЭК и город не смогли прийти к соглашению. С 2009 года несколько судебных процессов, итог нулевой. Стороны уже при участии приставов подписали акты передачи имущества. Мы просили КЭК в течение 2 с лишним недель предоставить перечень этой техники, которая непосредственно задействована на исполнение решения суда. Этого ответа мы от них не получили. Техника для вывоза мусора сейчас застряла перед въездом. Путь прегражден вот этими вот баррикадами и легковым автомобилем. И до какого времени продлится запрет, пока неизвестно. На текущий момент выполнена задача, что, в общем, прекратить доступ, вообще любой доступ. Как мы будем исполнять решение суда, пока затрудняюсь сказать. По решению советского суда компания должна снести 20-метровую гору мусора. Для фирмы каждый день на счету. Пока свалка возвышается на полигоне, как выплачивать штраф, составить списки техники для вывоза ТБО и предоставить их приставам. Пока ведомство предложило такой вариант решения спорной ситуации. Альбина Минибаева, Андерсен Тальцев, ТНВ, Казань. Это новости Татарстана, и вот далее в выпуске. Слабое звено. Очень трудно попасть к врачу, к специалисту. Как и когда улучшат татарстанские поликлиники, Лина Зинатуллина. В Казани растет число интернет-мошенничеств. Порядка 800 преступлений у нас зарегистрированы за 6 месяцев. Как не попасться на уловки преступников, узнал Салават Мухаммадулян. Вопросы реформы контрольной и надзорной деятельности и исполнения ее на местах обсудили сегодня в ходе правительственного совещания. Его в режиме видеоконференции провел Дмитрий Медведев. От Татарстана принял участие Алексей Песошин. Все целевые задачи приоритетной программы реформы до 2025 года утверждены. Дмитрий Медведев напомнил, что со следующего года все плановые проверки должны проводиться исключительно исходя из категорий рисков. В очередь на прием не пробиться, специалистов не хватает, а в зданиях сыпется потолок. Каждый второй татарстанец недоволен поликлиниками республики. Пациентов услышали, и дальше так продолжаться не может, решили в Минздраве. Сегодня его представители, депутаты Госсовета и Казгордумы сели за круглый стол. Кто же предложил и чем намерены заняться, в первую очередь теперь знает Лина Зинатуллина. Мы расширяем отделение функциональной диагностики. То есть у нас предусматривается здесь центр эндоскопической диагностики. Все это после реконструкции. 10-я поликлиника – одна из полусотни объектов, которые капитально отремонтируют уже в этом году. Но цель не только красивый фасад, но и новый формат работы. Очень трудно попасть к врачу, к специалисту. Очень долго. У каждого специалиста кто-то подружелюбнее, кто-то не очень, так скажем. После ремонта здесь рассчитывают, таких жалоб от пациентов больше не услышат. Врач работает на приеме непосредственно с пациентом большее количество времени. Медсестра обслуживает в открытом пространстве, так скажем, тоже на ресепшене. Открытая регистратура, электронная запись, а главное вежливое и внимательное отношение врачей. То, на отсутствие чего больше всего жалуются татарстанцы. На стандарт дружелюбной поликлиники, разработанной по поручению президента республики, в ближайшие 2 года должны перейти уже по всему Татарстану. Что для этого нужно, сегодня обсудили комиссии Госсовета и Казгордумы. Мы понимаем, что наше слабое звено – это первичное звено. По данным исследований, пациенты проводят в очередях в 2-3 раза больше времени, чем на приеме. Более 60% поликлиник не имеют в штате таких востребованных узких специалистов, как кардиологи и онкологи. Узких специалистов будут привлекать грантами, а потоки пациентов разгружать грамотной логистикой внутри самих поликлиник. На ремонт в этом году больше $1 миллиарда из бюджета республики. Но это не все проблемы. Очень далеко остановка. Переходишь дорогу эту, одну, вторую. Я говорю, это не дело, конечно. Действительно, на выходе из поликлиники, тем более в такой дождь, не радует, что на горизонте не видно остановки. До ближайшей около 300 метров. Разобраться с транспортной инфраструктурой у казанских поликлиник сегодня поручили городским властям. Ведь медицинская помощь должна быть не только качественной, но и доступной. Лина Зинатуллина, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Еще одна инициатива в помощь многодетным. В Госдуму внесен законопроект, который позволит многодетным выбирать время для отпуска по своему желанию. Это поможет родителям более активно принимать участие в воспитании, полагают разработчики. Родители смогут совмещать время отпуска с днями отдыха детей. Правда, есть существенные условия. Всем детям должно быть не более 12 лет.
Могут ли дети спасти брак и почему распадаются семьи? Мы продолжаем наш проект в объективе ТНВ «Большая семья». 8 июля в 11 часов на нашем канале ток-шоу на тему «Развод за и против». По какой причине супруги идут на развод и может ли наличие детей повлиять на решение мужа или жены? Мы спросили у казанцев. Причиной для развода, мне кажется, является то, что люди очень спешат выйти замуж, жениться, построить семью, не узнав друг друга хорошо. Непонимание друг друга, не идти на уступки. Измена тоже может быть. Жилье у кого нет, например, недвижимости, негде жить. Не хватает денег. Чаще это когда не понимают друг друга и не ценят друг друга. А вот скажите, пожалуйста, ради детей можно сохранить семью? Да, обязательно надо ради детей на уступку пойти всегда. Это невозможно, потому что при этом будет страдать только ребенок. В конфликте в семье они в любом случае будут. Создается семья, она для чего? Впоследствии, в последующем уже иметь детей, выращивать детей. А смысл потом уже расставаться, не вижу. Пример стоит перед вами. Даже ради ребенка человек не остался. Ребенок не должен быть причиной, чтобы вместе оставаться, потому что если друг друга они не устраивают, несчастны, жизнь-то одна. Их кошельки опустошают через интернет и мобильные телефоны. Казанцы стали еще чаще попадаться на уловки мошенников. Только за полгода путем виртуального обмана расстались с деньгами 700 человек. Потерянная сумма достигает нескольких миллионов. Полицейские сегодня вновь обратились к жителям. Не верьте заманчивым предложениям. Как не стать потерпевшим, узнал Салават Мухаммадуллин. Слушай, у тебя есть 3000 в долг, а то мне зарплату только вечером дадут. Тебе 3 точно хватит? Если прошу, то знаешь, что хватит. Не стесняясь и не затягивая, они просят деньги. Личные сообщения через взломанные аккаунты в соцсетях – один из самых популярных путей обмана у мошенников. Не теряют актуальности и звонки о проблемах родственника, который виновен в ДТП и срочно должен отдать крупную сумму. Самый труднодоказуемый случай – продажа товаров через интернет-магазин. Увидела рекламу, выписала комбидрез. Пришла на почту, вместо 990 рублей заплатил 1390 и еще за пересылку 245 рублей. Женщина пришла в себя только тогда, когда увидела товар не того цвета и даже размера. Заказывала 54-й, прислали 48-й. И таких, как она, показания 1200. Это только зарегистрированную полицией. 60% из них мобильные мошенничества. Мы работаем, их устанавливать, раскрывать данный род преступления, вид преступления. Мы умеем, и, соответственно, положительная динамика она есть. Сегодня нам повезло, все съемки были в помещениях. Но оператор надевает дождевик, потому что без стендапа на улице нам не обойтись. Поехали! Чтобы не оказаться, как я, на пороге управления МВД, сотрудники полиции советуют быть внимательными к звонкам и смс-кам с незнакомых номеров. Крючок мошенников нынче довольно острый. Салават Мухаммадуллин, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. Москва вновь на несколько дней стала столицей автомобильного спорта. Сегодня сюда начали прибывать спортивные экипажи ралли «Шелковый путь». Базой участников, как и в прошлом году, стал спортивный комплекс «Лужники». Все подробности по телефону нам сообщит собственный корреспондент ТНВ в Москве Дина Газалеева. Столичный спортивный комплекс «Лужники», обновленный, на эти дни стал гигантским закрытым гоночным парком. Подготовка к грандиозному соревнованию, которое стартует в Москве послезавтра, идет здесь. Тут разместили все необходимое для спортсменов. Всего в ралли «Шелковый путь» в этом году примут участие 120 спортивных экипажей. 90 стартуют в пятницу с Красной площади, а еще 30 присоединятся в Китае. В итоге в гонке задействована территория 3 стран – России, Казахстана и Китая. В Татарстане также пройдет ралли, это будет спецучасток гонки. Каждая машина, которая отправляется в длительный марафон, с сегодняшнего дня тщательно изучается техническими комиссарами. Впереди 9500 километров опасного пути. Почти половина – это специальные по сложности участки гонки. Представители 35 стран сегодня собрались в Лужниках. И это не только спортсмены, но и журналисты, врачи, технические специалисты. Камазовцы представлены 4 экипажами. И, как признались пилоты, нам сегодня бороться за главный трофей гонки «Белого тигра» они будут с особым настроением. Очень сложные трассы на территории России. Видим, какие дожди прошли, и, конечно же, ждем, что будет грязно. Это тоже скользко для грузовика.
Мировой рекорд побед нижнекамка Светлана Головачева может оказаться в книге рекордов Гиннесса. Женщина за час совершила больше 11 тысяч прыжков на скакалке. Рекордсменка уже отправила заявку в знаменитую организацию вместе с доказательствами своего достижения и через некоторое время получила сертификат о признании мирового рекорда. И возвращаясь к главной теме выпуска. По сообщениям Гидромедцентра, сегодня только в Казани выпало до 40% месячной нормы осадков. Под проливным дождем работали и наши съемочные группы. И никто не вышел сухим из воды. Как прошел рабочий день под зонтами, давайте посмотрим вместе. Мокрое небо, ни звезд, ни месяца. Из всех известий только дождь, снова дождь, будет дождь. Завтра в это же время, время местное, ничто не изменится, и об этом все песни. Отработал, и так и не вспотел, и ветерочек так подул тебе так, ой, прям вот. Это был прогноз погоды после выпуска новостей. А теперь для вас один знакомый просит колыбельную в постель. Это был прогноз погоды после выпуска новостей. А теперь для вас один знакомый просит колыбельную в постель. Таким был сегодня день в объективе наших тележурналистов. А у меня на этом пока все. Увидимся в 21:30. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. Всегда платил за газ. Стасик молодец у нас. Регулярно платите. А вот и морковка. Вкусная, с витаминами. Опять. А Маша не любит морковку. Маша любит кашу. Ну как же я тебе кашу сварю? Газа-то нет. А когда будет? Вот папа заплатит за газ, тогда и будет. Не доводите до крайностей. Оплачивайте счета за газ вовремя. Живите полной жизнью. С 5 по 7 июля в селе Большие Кабаны состоится крупнейшая агропромышленная выставка-форум «Всероссийский день поля-2017». Бесплатные автобусы от станции метро «Проспект Победы». Справки по телефонам 570 51 11. Ура! Каникулы! Не надо учиться! Я иду в дельфинарий! Дельфинарий в Набережных Челнах 70 16 42. А теперь и в Казани на Декабристов 1 523 83 94. В Республике Татарстан дан старт 5-му ежегодному телевизионному фестивалю творчества работающей молодежи «Наше время Безнен Заман». Условия участия на сайте bzzm.ru. Все включено в аквапарке «Ривьера». Горки, бассейны, 5D кино и пляж в подарок. Побей рекорд по выгоде. Бери Nissan по себестоимости. Скидка 200 тысяч не предел. Узнай подробности в автоцентре «Марка». Звони 4 5 3 единицы. Всей семьей на бранче в Корстон. Развлечения, аттракционы, мастер-классы, шведский стол. Любимые напитки приносите с собой. Каждую субботу и воскресенье встречаемся в Корстон. Подробности 279 30 79. Бранч поздний завтрак 0+. На нашем канале новый проект. В объективе ТНВ «Большая семья». Смотрите их ежедневно в наших программах. Благополучие и в испытаниях, трудностях и в радости. И узнаете секрет счастья в большинстве. Болгар радиосы концертлар сезонын ача 30 август пирамидада зур бәйрәм концерты. Эстрадыбызның якты йолдызлары Хәмдүнә Тимергалиева, Хания Фәрхи, Венера Ганиева, Расим Низамов, Резида Шарафиева, Рөстәм Закиров, Әнвәр Нургалиев, Раяз Фасыйхов, Марсель Вагизов, Зөфәр Хәйретдинов, Ришат Төхвәтуллин, Сирина Зәйнетдинова, Филүс Каһиров һәм башкалар. Махсус кунаклар Альберт Асадуллин, Ринат Ибраһимов һәм Илмира Калимуллина. Бәйрәм кичен якыннарыгыз белән күңелле үткәрергә теләсәгез, Болгар радиосы концертына рәхим итегез. Башлана 18 сәгатьтә.
Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ. В студии Алмаз Гафиатов. Хоккеисты Акбарса продолжают готовиться к новому сезону. Дождливая погода не стала причиной отмены тренировки. Многочисленный состав команды разделили на 3 группы. Пока одни играли во флорбол, другие подтягивали физическую форму. В желтой и синей форме игроки, хорошо знакомые казанскому болельщику. Новички команды в это время занимались в тренажерном зале. Разбавили эту группу так называемые ветераны клуба. Голубев, Ярулин, Свитов уже давно в Акбарсе. А Фаткулин, Лямкин, Цуканов, Кара и остальная молодежь только привыкают к новой обстановке. Кульминацией стал дебютный выход на лед. Будет ли у команды вечерняя пробежка, зависит от погоды. Рисковать здоровьем хоккеистов под проливным дождем никто не станет. Возможно, бег перенесут в закрытое помещение. Партнеры неплохие, скажем, да, но есть куда им стремиться, тянуться, даже не знаю. Но это все шутки, конечно, очень приятно играть с такими партнерами. Считаю, это уже очень сильные игроки, и я стараюсь тянуться за ними и смотреть их фишки и стараться, самое главное, и не уступать. В Москве завершился финал Кубка России по плаванию. Сборная Республики Татарстан завоевала 3-е место. Победу одержали пловцы из Санкт-Петербурга. Второй стала команда Москвы. На турнире приняли участие 600 спортсменов. Команда Татарстана завоевала 4 золотые медали, одна из которых принадлежит воспитаннику с дюшор по плаванию города Альметьевска Эдуарду Валиахметову. Он стал первым на дистанции 400 метров в комплексном плавании. На дистанции 1500 метров серебро завоевал Эрнест Максумов. Тройку призеров замкнул Александр Красных. У женщин на пьедестале оказалась Ирина Приходько. Она стала 3-й на дистанции 400 метров вольным стилем. Тем временем на стрельбище Свияга завершился розыгрыш чемпионата России по стендовой стрельбе. В заключительный день отметились татарстанские стрелки Ландыш Кварталова и Айрат Шакиров, завоевавшие золотую медаль в упражнении «Скид смешанной команды». По итогам квалификации наши спортсмены поразили 93 мишени из 100 возможных, после чего в полуфинале совершили еще 30 точных выстрелов, опередив команды из Новосибирска и Свердловской области. В целом, по итогам чемпионата России татарстанцы 8 раз поднимались на пьедестал почета, в том числе трижды на его высшую ступень. Чемпионами страны стали Алена Фазылзянова в ските, Ландыш Кварталова и Айрат Шакиров в миксте на круглом стенде и Артем Капустынский и Светлана Крашенинникова в соревнованиях смешанных команд в трапе. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! В эфире прогноз погоды. Атлантический циклон продолжает управлять погодными процессами на большей части европейской территории России. Подробнее после полезной информации. Вы собрались заказать шкаф-купе, но не знаете где? Закажите в компании «Данил Мастер». Работают быстро и качественно. Сделайте заказ сейчас и получите бонус «Комод» в подарок. Доставка и установка бесплатные. «Данил Мастер», город Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. А теперь о погоде. По данным сервиса Яндекс.Погоды, завтра в республике температуры станут ниже, ночные дневные сравняются. На юго-востоке будет облачно, пройдут дожди, местами сильные. Ночью и днем всего 15 градусов выше нуля. На северо-востоке переменная облачность, пройдут дожди, ночью и днем плюс 15. На севере республики облачная погода с прояснениями, также ожидаются осадки. Температура воздуха 15 градусов тепла. На северо-западе облачно с прояснениями. Ожидаются дожди, местами сильные. Ночью и днем плюс 13 градусов выше нуля. На юго-западе переменная облачность, ожидаются осадки, пройдут ливни. Ночью около 13 градусов тепла, днем плюс 16. В центральных районах республики будет облачно и дождливо. Ночью и днем около 15 градусов выше нуля. В последующие дни температура повысится, но без осадков не обойдется. Санаторий «Жминводы» осуществляет деятельность по направлениям желудочно-кишечный тракт, опорно-двигательный аппарат, укрепление нервной системы и нарушение обмена веществ. Преимущества санатория – питьевая минеральная вода «Шифалысу», йодобромные ванны, табарлинские лечебные торфяные грязи. На целительные воды приезжайте в Шифалысу и Жминводы. Спешите, действуют акции. Скидки до 20%. ЖК «Приволжский» – это кирпичные дома с индивидуальным отоплением от 45 тысяч рублей за квадратный метр с чистовой отделкой. ЖК «Приволжский» – качество по разумной цене. Телефон 561 08 81.
ЖК «Приволжский» – это кирпичные дома в чистовой отделке с индивидуальным отоплением в 12 километрах от центра. Цена от 45 тысяч рублей за квадратный метр. ЖК «Приволжский» – чистый воздух и прекрасный вид на Волгу. О погоде в столице. Завтра в Казани ожидается переменная облачность, пройдут дожди, местами ливни. Температура воздуха ночью и днем около 16 градусов выше нуля. Ветер западный порывистый, при дожде с усилениями до 13 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы и завтра составит 733 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 95%. Это вся информация к данной минуте. В студии была Лейла Латыпова. До встречи на ТНВ.